Ставлю буррит, ставлю чолом, кодлика бурлун, миан вылучтас, тая сечетачи талун милоктым Архангельской области фолкемпула. И талун микудам нодна программа Никита Михайловка и Светлана Макарова-Тиянка. Бекуда чернит канка комен, Никита держику тастиянка чернит нарочен. Ми муни матаче дасквай час. Ми къси марто вокзал шань мун на кучък коми республиката, но локтем таче със на метани йозас став Росия, шлоктис на гугуруанен. Тани коды только або и будшама нимала на йози, тани супер классная площадка яс. Давайте видите для мы танем. Несколько лет подряд мы пытались попасть на эту площадку. Известные всем мероприятия, одно из самых популярных фольклорных мероприятий России, это честно. Кто не знает, вбивайте Folkcamp в браузере, выдает очень много интересной информации, видео, аудио, группы во ВКонтакте, Телеграме и тому подобное. 16 часов поездки, восхитительной поездки, пробитые колеса, плачущие дети, загаданные желания. Сколько было загаданных желаний? 2 клевера 4-листных мы нашли. 2 клевера 4-листных. Никита нашел. Один человек по дороге, 200 километров ни единой души, загадываем желание. Видим салют, загадываем желание. Видим церковь, загадываем желание. На часах 22:22 загадываем желание. Боже, реально, мы сегодня увидели радугу, которая прям вот, ну, она чуть ли не в нас вообще заходила. Реально, она прям на дороге была. Ну, это значит, что золото, которое находится в конце этой радуги, это мы. Да. В общем, мы прибыли на площадку. Давайте смотреть по сторонам. Здесь у нас ярмарка, лекторий, площадка, где будет проходить вечерка. Будут петь песни, танцевать, и будет много всего интересного, интерактивного. Кухня. Дальше музыкальная площадка, где сегодня мы учились играть на балалайках. Зона принятия пищи. Как видите, она весьма внушительная. Есть что поесть, есть что попить. Голодным не останется никто. Ну и, конечно, уборная. Идеальная. Идеальная уборная. И огромнейший палаточный лагерь. Напомним, что сюда съехались люди со всей России. И они все еще едут и едут. И думаем, что к вечеру здесь будет не протолкнуться. И посмотрите, какие красивые люди в таких вообще нарядах потрясающих. И здесь же все получается, ну, не древнерусское, а традиционное, да, русское. Здесь смешение культур. Тема фолккемпа, северо-русская традиция. А здесь сейчас люди собрались не только северо-русские. Ты тому пример. Вашему ребенку 10 месяцев. Да. На каких фестивалях он уже побывал? Она? На Бажовском, еще там где-то, по-моему, были. То есть это местные фестивали у нас на Урале. Вы 3 Еще дня сюда ехали на машине? 2500 километров. Авантюра была, думаем, доедем, не доедем. Вот доехали.
Пока первый ребенок, надо успевать ездить. Будет 2 ребенка, уже Мне будет кажется, вам сложнее. вообще, вы будете по всему миру уже с 2 детьми ездить. У нас в планах же вообще еще до Питера доехать. Круто. Челя- А кем вы работаете? Бани строй. Плотник. Что вы за ее накажете? А мы ведь чайо накажетесь? Пока, да? Но интересно, есть мастер-класс, конечно, роспись кужа. Сейчас мы видели, значит, мастер-класс набивка кужа, набойка, набойка кужа. И игрушка станваченность, и, конечно, сувенирная продукция анслалан зей, вообще суперский. И миан поломике на лышопуце тоже перенимать. Ну, то есть миан главная цель с минамвали тоже видели, но куда я нода, смеки асланом больше, потому что мы рабита музеин, выставка яс, ну, и у нас мынин, кучба аслан, думаешь, что мы позже таджавочно, да. А сейчас миан традиционный луд праздникном, и тоже кужемки мы еще может быть позже, если тоже внедрить, например, организация кужа, и мы еще момент яс. Представляете, ми локтим коми республика шандасклай час локтим менвач волонтер радиме код дисектив кариш. Он иватас нуясыз, да? Окушуну нуясыз, нам иватас нуясоланы. На вещик представляете, локтисны палатка сашины спуктисны и душ. Душевая кабинка, да. Единственное ясан кодлан таны душем. Да. Куманты локтины тачи ижмашан. Ну, куклун локтим, куклун, четверг асылын пети, митары трутнас, шорнин локтим. Да. Слава Богу. Я буратиян лагажечины. А те заезжают. Ижма заведет пош ради чем? Ижма вообще. Хорошо, носочки колы. Шамартам передать на. Шамыртым, да, Да. меши. Ради чем? Ну, ради чем носочки шамарт? Шамарт. Да. Фолкэмп – это, наверное, большая часть нашей жизни, когда мы в течение 10 дней обучаем молодежь. Наверное, обучаем – это слишком громко сказано. Стараемся познакомить их хотя бы немного, вообще раскрыть для них все богатство, вообще всю ценность традиционной музыки, традиционной культуры. А так как мы молодые специалисты в области этномузыкологии, русской музыки, у нас искусствоведы и художники, вот, мы взяли на себя такую ответственность доносить на своем языке, понятном нам и на понятном языке молодежи. Суть в том, чтобы показать, опять же, той городской молодежи, которая не прошла на фолкэмп, так как это ограниченное количество, показать о том, что молодые люди могут исполнять старинную деревенскую музыку и вообще использовать ее в своей жизни, какие-то знания о традициях, о праздниках, о пляске, применять свое тело красиво и гармонично, когда слышат там ту или иную музыку. Ну, конечно, про любовь самое главное. Про любовь все любят петь, и молодые, и старые, и те, кто вообще в теме русской музыки, деревенской, кто не в теме. Всех это трогает, когда вот какие-то чувства переживаются. Мы просто собрались и полюбили друг друга, когда пели эту русскую музыку. Нам было так хорошо вместе вот сидеть и просто петь. И мы поняли, что это тоже является одним из таких скрепляющих факторов, когда тебе не только есть о чем поговорить, а есть еще о чем вместе и попеть. Эх, мне волюшки нет, белое когда я
была гигантская, и в основном они все и делали. Они у нас просто удивительные. Наши девчонки просто великие, они сотворили неимоверное. Вы не представляете, сколько было на нашем и их пути преград, трудностей, сложностей. Уже первые пройдены, и я надеюсь, что все у нас с вами пройдет очень хорошо. Дай Бог, чтобы все без происшествий, чтобы все в радости и в этой всей красоте. Здравствуйте. Что у вас сегодня дают На обед на завтрак? калиточки, пирожки с капустой, сырники. Сколько Чай. сегодня у вас было клиентов? Каждый по 10 раз за калиткой. Давайте проведем у вас дегустацию плотно. Давайте мне по каждому пирожочку. Вау. Сколько у вас тут их? С рисом и яйцом они С вот рисом и улыбаются яйцом. немножко. Оба берем. Да. Греем. Греем. Вкладываем всю душу Горячую. горячую. Русскую душу. Кто пирожочки эти делает? Местные? Феи. Да. Местные феи? А полевая кухня тоже к вам относится? Полевая, да. Сначала кормятся участники, артисты, волонтеры, организаторы, а потом гости. Что сегодня подают из полевой? Гречка, сосиски. Гречка и сосиски. Завтра мы тоже придем. С самого сосранья. Так, а теперь угадайте. Где какой? Обнюхать можно? Это капуста. А теперь позолотите ручку. Да, конечно. Честно, мы уже все продегустировали и не один раз, поэтому часто так сюда и заходим. Ребят, сколько вы за сегодня уже наварили кипятка? Сколько самоваров? Мы уже вторая смена, поэтому смена была с 9 утра. Предыдущая смена работала 10 часов. Они насчитали 1000 чашек. А в Кстати, самоварах это сколько? Самовары непростые. Этот самовар принадлежал самому Федору Шаляпину. Он заказал его, это на заказ сделан самовар из горного металла. И он специально заказал его, потому что вода в нем кипяченая, она прогревала связки, напитывала минералами. И голос этого лучше становился. Вот. И он даже его брал в Сандуны, в московские бани, и его там все ругали, но принципиально у него был момент. И вручную кладь даже с собой брал, в багаж не сдавал. Вот. А это самовар Александра Блока. Он пока не попьет из него, он не мог писать стихи. Вот незнакомку он написал именно разжигая самовар. И там просто вот его треск дров в нем сразу вот надиктовывал ему. Можно почитать биографию Александра Блока вот в ЖЗЛ. Там как раз вот на 200 странице написано, что он слышал треск костра и строчки ему сразу по вечерам, над ресторанами. И вот так все оно пошло-поехало. То есть теоретически каждая кружка данного чая из этих самоваров будет вдохновлять. На всякое разное. Это вот на поэзию, это на пение. Но не вдохновляет, это реально улучшает связки. Срочно налейте мне. Все в один стакан. А на вечерке среди ночи я играю в темноте, да ничего не понимаю, но те не те. Вы откуда? Из Челябинска! Из Челябинска. Как сюда попали?
Нас пригласили на самолете, на автобусе, на машине. Как долго добирались? Сутки. Сутки добирались. Это Мы еще с Урала нормально. 4 дня. 4 дня. На машине, они на самолете. из Луковецкого. Ничего себе. А какой коллектив представляете? Ансамбль Горица. Ансамбль Горица. Раз их сюда пригласили, значит, они очень известны. И поехали. Почетный, мы долго Почетный. ждали, долго моргали. А в какой палатке живете? Вон там, вот, в самом начале, при входе. Ваша трата, Мы знаем, куда идти теперь вечером. Приходите, мы вас кофем угостим. Из Санкт-Петербурга. Мы ансамбль Василиса. А каким образом вы сюда попали? Нас пригласили. Нет, нас пригласили. Прям Мы пригласили. То есть гости. вы мега известны. Получается так. Круто. А сколько вас в ансамбле? В ансамбле нас очень много, у нас разные вообще, в принципе, составы. То есть у нас есть совсем маленькие, даже взрослые женщины, которые ходят, мужчины, которые ходят петь. Вот. А сюда мы приехали в количестве 5 человек. Какая следующая песня? Русского! Русского, да! Я за русского, да! Мне ругать никогда! Дорогая, попляши, хоть улица не наши кавалеры, хорошо? А я сидела на комоде, шила юбочку по моде, папа там карманчики. Что любили мальчики? Мы начинаем хороводить. Сколько у нас кругов? 3 или 5, я не понял. 3,5 круга. Константин Царевич дальнего круга. Сейчас по ходу действия Серега поймем. Царевич второго круга после дальнего. Вот. И Федор у нас будет царевичем внутреннего круга. Если что, поглядывайте на вот этого царевича. Он в теории все знает. Внутренний круг и внешний ходит по часовой стрелке. Медленно, аккуратненько, чтобы не упасть со сцены. Средний круг ходит против часовой стрелки. Делаем все, что в песне, смотрим на царевичей. Называется хоровод с картинками. Куда мы ходим? По часовой? Давайте начинать. Куда мы ходим? По часовой или против? По часовой. По. Царевичи, слушаем текст. Поднимаем руки! Пускаем царевича в город. Царевич заходит внутрь круга. Царевичи заходят внутрь круга. Константин у нас пев. Константин, царевич Константин, в центральном круге ждем. Чтобы все смотрели на тебя. Царевич Константин.
Давайте выбираем из разных кругов, не только сцену. Давайте. Всем поклоны, поклоняй, всем поклоны, поклоняй, царевна, королевна, царевна, королевна. Соловей, делай, соловьюшка, песни поет, ладо, ладо, вот поет меня молодеженьку, жалоба берет, ладо, ладо. Вот она и заиграла наша шаечка опять, а вот она и загуляла наша молодость опять. А это что же за деревня, из-за что мы за село, да собралось народу много и гуляет весело. Друзья, притоп Тритона. Как появилось это название? Как и положено, после мучительных переборов, соображений. Сначала хотели приколом Антона назваться, потом оброком Платона. И потом протоном нейтрона. Да. Сколько вы вообще существуете как группа? Ну, дело в том, что мы с Иваном являемся частью, или как бы мы являемся театром «Папье-мошенники» и играем петрушечную комедию. Много лет уже совместно. Иван музыкант, я петрушечник. То есть у нас старая связка, надежная. В какой-то момент накопилось такое количество музыки, которая никакого отношения к петрушке не имеет, но которая связана с традицией, что это должно было во что-то превратиться. И мы позвали нашего старого товарища, моего земляка, мурманчанина и одновременно москвича, человека-феномена Тимура Александровича Мизинова. И вот мы стали как ZZ Top, трио. И вот появился притоп Тритона. Ну, сколько, года нам еще нету. Комары мошка сегодня не мешали выступать? Выступать нет, а вот сейчас как-то налетели. Вот, но на самом деле мы стали больше года назад записывать какие-то первые варианты треков и песен. Вот, но пока что на площадках доступен только Марк Васильевич, благодаря которому сегодня мы отплясали 2 раза его. Вот, это пока что наш первый и единственный уже выпущенный, так сказать, официально на нашей полевой студии походный релиз. Да. Как часто ломают сцену во время концерта? Но так как это первый большой концерт Притопа Тритона, то мы можем сказать, что 100%. 100% мы на каждом выступлении ломаем танцпол. Да. В каких городах бывали? Много где бывали, в различных городах. Везде мы дни и ночи проводили на ногах. Цветение вишни в майском кургане — это малость из того, что мы в России повидали. Ну, как папье-мошенники мы много где побывали. Как притоп Тритона мы были где? В Большом Бару, в Анциферовом Бару, в Питере, в Москве. Сыктывкар вам о чем-нибудь говорит? Да, конечно. Мы там и играли петрушечную комедию в Сыктывкаре, да? Без меня. Все, тогда ждем с выступлением. Будем готовить танцпол. Готовьте каменный помост. Сейчас скажу. В Питере между станциями короткие перегоны. Финны машинисты ведут длинные сонные вагоны. Весь Питер как таблетка снотворного, большой сон. От кого меня спасают Финского залива. Почему у нас в республике такого не проводят? Коми-фольклор, современная коми-музыка. Молодые люди, которым это интересно, в одном месте получают знания, получают опыт,
которые могут потом транслировать у себя в деревнях, в селах. По-моему, это отличный пример практики проведения фестиваля в небольшой деревне Наволок, где, если по карте посмотреть, тут вообще 3 дома. Но сюда съезжаются со всей России фольклористы, люди, которым это интересно. Посмотрите на кадры, которые мы отсняли. Очень много молодых людей. И это вдохновляет. Это вдохновляет, и мы обязательно должны сделать точно такое же у себя в родной республике. Смотри, знаете, какой прикол? В любой момент можешь сказать, все болит. И ты, короче, бежишь за всеми, ищешь, хватаешь себе какого-нибудь дистиллера. Он будет текущий. Поняла? Давай. Все болит. Это действительно тяжело. Надо возобновить дыхание. Я вступил только в середине танца. Это самые выносливые люди. Подождите, чего кричите? Чего?
Мы благодарим компанию «Атос», которая помогла нам написать проект, отправить его в президентский фонд культурных инициатив, где мы выиграли средства на реализацию разных проектов. Вот сет-читача, путешествия, интервью, музыкальные шоу, стендапы и чат-шоу еще будет. И все это мы написали при помощи компании «Атос». Вы тоже можете им написать и тоже реализовывать. Когда-то такие поездки, путешествия, это было мечтой, а сейчас это задачи, которые мы решаем. И я думаю, что все вы можете осуществлять свои мечты. И компания «Атос» может вам помочь найти на это финансирование и помочь полностью написать проект и даже с отчетностью. Ссылка в описании к видео. Дорогие друзья, в Архангельскую область мы собирались поехать с моей дочкой, с Ангелиной, но в Визендоре мы ее оставили все-таки у родственников, потому что дорога была тяжелая и туда, и обратно, и все-таки 2 дня жить в палатке мы еще так не пробовали. Но с ней на катамаранах мы катались, в походы ходили. А есть мама, которая все время путешествует со своими детьми, это Люба Королева, и у нее есть группа, ссылочку мы оставим внизу видео, переходите. Там она рассказывает о том, как она путешествует с детьми, как ей это легко дается. Также она рассказывает о традициях, фольклоре Республики Коми и даже о родах на пороге. Переходите, подписывайтесь, от души рекомендуем. Друзья, проект «Сет-читача» на выезде в Архангельской области, Онежский район и замечательное мероприятие Fall Camp Open Air подходит к концу. 2-й день, не такой солнечный, как первый. Дождик сегодня немного изменил планы, но все проходит так же дружелюбно, так же организованно. И мастер-классы, и лекции, и представления, которые за моей спиной выступают папье-мошенники с театром кукол «Петрушка». Правая рука, левая рука, и под ваши аплодисменты Петр Петрович Чукчев. Мы преодолели огромное расстояние с приключениями. Главное, позитив, с которым мы сюда приехали, и его сохраняем благодаря организаторам данного мероприятия, которые нас очень дружелюбно встретили. Полевая кухня, палаточный лагерь, много планов, много новых друзей, товарищей, знакомых, благодаря которым мы надеемся воплотим те знания, которые получили здесь за эти дни, и будем развивать фольклор в Республике Коми. По крайней мере, мы на это надеемся. С вами был Никита Михайлов, проект «Сет-читача», и до новых встреч! Так, все, тихо, Петя, смотрим сюда.